На огороде навоз раскидать, вот, надо снег почистить, надо в теплицу убраться. Работать без выходных. Борись за счастье, хладнокровие и ярость. Борись за свободу, солидарность. Впереди у нас 4 дня выходных в честь 1 мая, Дня солидарности трудящихся. Я решила узнать, как же собираются отдыхать наши горожане в эти 4 дня выходных. Что отдыхать? Работать надо. На даче, да, шашлыки, конечно. А на демонстрацию? На демонстрацию обязательно. Если погода будет, конечно. Если холодная погода, вряд ли. Расскажите, 1 мая у нас скоро. Как собираетесь провести 4 дня выходных? Что будете делать? Как? Дома посидеть. А как же демонстрация? Пойдем. Собираемся ехать на демонстрацию от нашего поселка Кангаласы. Чем тебе нравится парад? Ну, я каждый год езжу и на этот парад, и мне очень нравится, относятся люди к этому параду, радуются все, веселятся. Сплоченность? Сплоченность. Ну, Чувствуется сплоченность? Да, бывает такое, ага. Жарим шашлыки, играем как бы. А на демонстрацию вы ходите? Нет, на демонстрацию. Бывает ходим, но если успеваем, конечно. У нас впереди 4 дня выходных. Как собираетесь их проводить? Еще пока не знаю. Демонстрация, шашлыки. Есть какие-то планы? Демонстрации, шашлыки. А традиционно вообще как проводите? В прошлом году как проводили, например? Не помню. Не помню. Прекрасно проводят люди совместный праздник, демонстрации. Все хорошо. Ну, то есть вы будете отдыхать, да, в эти дни? Но мы будем отдыхать. Работать не будем? Нет. Праздник труда. Мир труд. Да. Значит, работать будем. Самый рабочий класс у нас. Да. Как собираетесь провести выходные? Пойдете ли на парад, на шашлыки? Не, дома буду отдыхать, работать. Учиться будем? Нет. Отдыхаете? Да. Что будете делать? Ну, с семьей отдыхать. В первую очередь на демонстрацию с утра. В 10 надо быть на месте. Отдыхать, ходить, гулять или работать? Работать. Работать. А следующие 3 дня что будем делать? Наверное, отдыхать. Не, субботник на даче. Обязательно шашлыки. Аккуратно. Я вас убью, удалите, пожалуйста. Как насчет побухать? Не употребляю. Вы за здоровый образ жизни, да? Конечно. Алкоголь не употребляете? Ни алкоголь, ни сигареты. Ни наркотики, ничего плохого. Вы молодец. ЗОЖ. Молодец. Шашлыки, наверное. Шашлыки? Да. А, алкоголь? Ну, не то, что алкоголь. Шашлык. За ЗОЖ. Да, а ты не пьющий человек. Редко по празднику. Так это же праздник 1 мая. Здравствуйте. Впереди 4 дня выходных. Что собираетесь делать? Здравствуйте, дети. Впереди 4 дня выходных. Что собираетесь делать 1 мая? Отдыхать. И есть пиццу. Возможно. На парад пойдем? На парад не пойдем. Депутатские проводим демонстрации уже, наверное, лет 10, а раньше не было. А вот 10 лет уже мы начинаем 1 мая демонстрацию. Это народ нуждался, понимаете, на демонстрации выйти. Вот мы все выходят, школьники, все народ, жители выходят на демонстрации, поздравляют друг друга. Очень хорошо, праздничное настроение. Хорошо, да, то, что у нас так много выходных вообще в мае. У нас 1 мая и 9 мая. То есть, получается, почти весь май отдыхаем. Не весь май, конечно, не утрируйте. Но я думаю, что россияне, в принципе, уже привыкли к этому и ждут майских праздников. Так, достаточно месяц, который ознаменует весну у нас для якутян, да, и вот такими праздниками. Шашлычный сезон. Да, я думаю, это здорово. Все-таки мы должны и отдыхать и морально, и духовно. Поэтому майские праздники, мне кажется, как нельзя. Кстати, зарядиться рабочей энергией на лето. Отлично. А вот поедете на шашлыки, вы куда? В лесополосу или на дачу? Это провокационный вопрос? Да нет, конечно, на дачу. То есть мы не собираемся жечь костры в лесу, тем более... Потом тушить их? Ну да, впереди у нас пожароопасный сезон, поэтому ни в коем случае мы портить родную природу не будем, а на даче в таком безопасном формате Николай, так что не беспокойтесь. Леонид Александрович Лысенко, первый заместитель главы Верхнеколымского района. А как там на Колыме? На Колыме, как на Колыме. Всегда хорошо. Как бы там празднуют 1 мая? 1 мая будут, конечно, мероприятия проходить, а так население, готовится к сельхозработам.
Вот, то есть огороды, теплицы у нас очень это развито, вот, поэтому остальные дни вот, люди используют в этом. Отдыхать некогда, да, значит? Нет, наоборот, эти дни как раз используют. Надо на огороде навоз раскидать, вот, надо снег почистить, надо в теплицу убраться, уже рассада готовая у многих. Традиционно я в эти дни работаю. Выходит так, у меня как бы специфическая такая профессия, но неотъемлемая часть 1 мая это все-таки демонстрация, на которой я уже год, уже так десяток хожу, радуюсь. Отошло уже новогодние праздники. Скажу так, мой любимый праздник это 1 мая. Комментарий, пожалуйста. Ой, нет, спасибо. 1 мая с семьей, с родителями, а на дачу с друзьями уже как бы попозже. Ну, то есть вот в эти выходные, получается, да, вы как раз встречаетесь с друзьями? На шашлыках, наверное, да? Обязательно. В демонстрацию вы ходите, вы ощущаете вот сплоченность народа, трудовой коллектив такой? Прям с каждым годом энтузиазма все больше и больше. Это тоже вот удивительно. Может быть, с точки зрения организации тоже с каждым годом все лучше. И как-то тоже по округам тоже очень активно люди участвуют, поэтому атмосфера, по-моему, очень праздничная. И очень дружелюбная, такая веселая. Демонстрация очень хорошо проходит. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как собираетесь провести 1 мая? У нас 4 дня выходных впереди в честь Дня трудящихся солидарности. Ой, сейчас пока мне времени нет, чуть попозже подойдите мне. 1 мая, ну что делать? Конечно, шашлыки, дома убираться. У нас свой двор. Будем, конечно, дома убираться. Да, дети? Да. Все, всех жителей и всех гостей поздравляем с наступающим 1 мая. Мир, труд, май. Ура! Борись за счастье, хладнокровие и ярость. Борись за свободу, солидарность.